Друзья, приветствую вас на своем канале. Продолжаем обсуждать новости уходящей недели. Институт Йозефа Стефана предлагает 12 тысяч евро каждому из 12 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, чтобы они полежали в постели в течение 60 дней. По-моему, я знаю таких мужчин. И причем нельзя будет вставать даже в туалет. Исследование направлено на предотвращение воздействия невесомости в космосе. Прием заявок будет продолжаться до середины июня. На предложение уже откликнулось более 200 человек. Исследование, включая до- и постэкзамены, будет проходить с сентября по декабрь в общей сложности 90 дней. На самом деле, поначалу может показаться, что действительно это очень высокая плата за просто лежание в течение 2 месяцев. Но на самом деле, если разделить эту сумму на почасовую оплату, то выходит, что люди заработают всего лишь минимальную оплату труда. Как-то я уже рассказывала на своем канале о славянских секонд-хендах и показывала один большой магазин секонд-хенда в центре Любляны. Так вот, этот магазин секонд-хенда ко дню гей-парада оформил свою витрину определенным образом. Обнаженный мужской манекен, на который надели какие-то чулки, какие-то в сеточку нарукавники и такие панталоны. Также были рядом выставлены флаги цвета радуги, на что возмутились местные жители, увидев все это, и потребовали, чтобы магазин убрал это все со своей витрины. И магазин очень быстро изменил свою витрину, но, к счастью, осталась фотография, которую мы вам и показываем. Помимо моего похода в секонд-хенд, вы также можете посмотреть видео на моем канале, как в прошлом году я ходила на славянский гей-парад. Вчера, 17 июня, прошел очередной гей-парад в Словении. В Германии чат GPT провел службу в лютеранской церкви. Во время проповеди искусственный интеллект посоветовал прихожанам не бояться смерти. Утром в пятницу 9 июня лютеранская церковь Святого Павла в городе Фюрт была переполнена. Более 300 человек пришли на экспериментальную службу, почти полностью сгенерированную искусственным интеллектом. Вели ее 4 аватара, созданные с помощью искусственного интеллекта, 2 мужчин и 2 женщины. Дорогие друзья, для меня большая честь быть здесь первым искусственным интеллектом и вести проповедь на съезде протестантов в Германии, произнес монотонным голосом один из аватаров. Как стало известно, 40-минутную службу с помощью чата GPT создал 29-летний теолог и философ из Венского университета Йонас Зиммерляйн. Я сгенерировал эту службу, но на самом деле я скорее просто помогал, потому что около 98% всей работы сделал сам искусственный интеллект. Видимо, священники – вымирающая профессия. В городке под названием Славянские Каницы жители неожиданно обнаружили в окрестностях дикую африканскую кошку сервала. И об этом сообщили в полицию. Сейчас пытаются выловить этого сервала. И пытались найти хозяина. Никто не признается, у кого сбежал сервал. Есть в Славянских Каницах также свой небольшой зоопарк, но их сервалы все на месте. И бездомная африканская кошка продолжает бродить по окрестностям. И последняя новость касается тех, кто живет в Словении. У нас абсолютно все дорожает, и, к сожалению, винетки не исключение. Кто не знает, винетка – это разрешение к использованию платных дорог Словении. Раньше она клеилась на лобовое стекло, но с недавних пор стала электронной. К сожалению, она уже подорожала. Вчера, например, нам пришлось купить на новую машину годовую винетку, и вместо 110 евро она стоила уже 117 евро 50 центов. Месячная виньетка сейчас стоит 32 евро, что на 2 евро больше, чем раньше, а недельная виньетка 16 евро, или на 1 евро больше, чем было до этого. Это, кстати, на легковые автомобили.
Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, делиться своим мнением в комментариях, ставить лайки и подписываться на канал. Пока-пока, до новых встреч!